В советское время кинематография наша делилась на два потока. С одной стороны, центральные студии, которые были в Москве и Петербурге, ну, еще в Свердловске и Екатеринбурге, и студии назывались республиканскими, которые построили во всех союзных республиках. И эти студии продукцию производили на национальных языках, потом она дублировалась на русский и выходила в всесоюзный прокат. После распада Советского Союза каждая из бывших республик Советского Союза вынуждена была спасаться в одиночку. Вот, у кого-то получилось лучше, у кого-то получилось менее хорошо. Распалась сама система кинематографии, перестала быть стопроцентно государственной. Но потребность в том, чтобы продукция была разнообразной, чтобы были представлены не только московские, петербургские, ну, скажем, екатеринбургские проблемы, но и проблемы других регионов России, она оставалась. И вот в последние годы в какой-то степени удалось ее решить благодаря возникновению в очень разных местах своих региональных кинематографий. Они обращены в первую очередь к своему населению, часто делают картины на своем национальном языке, который выходит в первую очередь к своей аудитории, и лишь после этого, если повезет, через фестивали национальные и международные выходит на общероссийскую и международную арену. В этом плане якутское кино одно из самых ярких доказательств того, что это возможно, потому что я здесь очень давно езжу по кинематографическим делам, был на первом якутском международном кинофестивале, общался с людьми, которые мечтали о создании национальной кинематографии, и у нас на глазах как бы она создавалась, невзирая на то, что были и кризисы, и фестиваль прекращал свое существование, и менялось руководство фестиваля, и менялось руководство Министерства культуры. Но, тем не менее, вот такая потребность в том, чтобы рассказать о себе, о своих проблемах своей же аудитории, в Якутии была очень сильна. Опиралось это еще и на специфику якутской культуры, на идеи Алонха, которые были признаны достоянием мировой культуры ЮНЕСКО, на уважение к своей культуре и на то, что жители Республики Якутия-Саха так или иначе кино интересовало. Для них это было важно. Они ходили в кино на свои фильмы. Первоначально фильмы были дешевыми, то есть бюджеты были небольшие. Руководство республики не очень верило в будущее национальной кинематографии. Но когда заметили, что эти картины, пусть с небольшими бюджетами, окупаются у себя на своей собственной территории, а потом могут выходить в всероссийский прокат, но тогда их надо дублировать на русский язык, могут появляться на международных кинофестивалях, и здесь я был непосредственным участником этого процесса. Тут Московский международный кинофестиваль, которым я занимаюсь, он показывает российские картины только как российские премьеры. Если картина в России уже вышла, мы ее показать не можем в официальной программе. И в течение нескольких лет я бился над тем, чтобы якутские кинематографисты не выпускали картину у себя в Якутии, потому что это территория Российской Федерации тоже. А сначала давали нам на фестиваль, а после этого не могли выпустить ее у себя или в России. И результатом стал главный приз Московского фестиваля фильму «Царь-птица», который потом получил приз ЮНЕСКО еще на Азиатско-Тихоокеанском регионе премии, и стал такой своеобразной маленькой сенсацией. И теперь мы каждый год ждем каких-то сенсаций. В прошлом году это было «Надо мной солнце не садится», картина более зрительская, менее, может быть, интеллектуальная, но более популярная, которая получила очень большое количество призов зрительских симпатий. Сами якутские кинематографисты говорят, что первоначально тех небольших денег, которые они зарабатывали у себя на своей территории, было достаточно для не очень дорогих картин, но по мере того, как спрос на якутские картины вышел за пределы даже России, уже международные кинофестивали, Берлин, начиная с Берлина, стали интересоваться этими картинами, оказалось, что для того, чтобы сделать качественный продукт, который можно показывать на большом международном кинофестивале, нужны большие бюджеты. И началась, как всегда при переходе, такая некая кризисная ситуация, что а тогда кому выделять особые деньги, кто имеет больше шансов для того, чтобы выйти на мировую арену. Очень часто фильмы на якутском материале делались, скажем, болгарскими режиссерами. Была картина такая «Ага», которая прошла по многим фестивалям, но она не была якутского производства, она была на якутском материале. Что мне лично было обидно, потому что в самой Якутии делали картины более качественные, более близкие к национальной культуре, к национальным традициям. И в результате того, что
фильмы стали пользоваться большим международным успехом, и руководство республики осознало, насколько важна кинематография для пропаганды якутской культуры, для того, чтобы о Якутии говорили в мире. И благодаря поддержке местной администрации удалось увеличить бюджеты. Я буду надеяться, что вот рост не только бюджетов, но рост количества зрителей, рост качества картин, он будет продолжаться. И мы будем говорить о феномене якутской киношколы рядом с феноменом бурятской киношколы, которая значительно менее, может быть, объемная, чем якутская, но там тоже есть, скажем, режиссер Лыгденов, тоже известный автор, который так или иначе делает картины на экспорт. Есть башкирская киношкола, есть многие киношколы в регионах, которые не всегда национальны по своему содержанию. Скажем, есть в Ульяновске несколько фильмов делалось, потому что губернатор Ульяновской области понимает смысл кино. Это еще родина Ленина, это музей КПСС. Это очень много интересных событий, которые можно отразить на экране. Ну и люди, которые делают якутское кино, и руководство нынешнее Сахафильма. Предыдущее руководство тоже училось у меня в Институте культурологии, где я работал. Значит, они получали кандидатские степени, и каким-то образом благодаря этому еще и продвигались. И Сардана Савина, который очень много делает именно для международной пропаганды якутского кино, они продолжают эту линию и делают это, в общем, достаточно успешно, не путем отказа, как иногда бывает, от национальной специфики, а наоборот, путем акцентирования ее. Именно национальное своеобразие якутской культуры, якутской кинематографии делает эти фильмы интересными для мировой аудитории. Ну, пока фестивальный, но, тем не менее, особенно в регионе Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, якутские картины уже выходят даже иногда и в коммерческий прокат. Что касается других региональных школ, то у них проблема более сложная. В некоторых случаях они решаются. Ну, скажем, у нас есть довольно серьезная киношкола в Казани, в Татарстане. Началось это с того, что в Татарстане создали фестиваль мусульманского кино, который первоначально назывался «Золотой Минбар», и на первом фестивале я как раз был одним из членов жюри. Им тоже удалось каким-то образом на своем национальном материале, на своем национальном языке, не всегда на мусульманской, как бы такой религиозной основе, но точно на основе своей культуры, сделать целый ряд картин, которые вышли в мировой экран, и сейчас там есть молодые люди, которые готовят молодых кинематографистов, и у меня как бы нет опасения, что татарская кинематография вдруг исчезнет. Татарская кинематография продолжает существовать. В других регионах ситуация более сложная, потому что там, где есть большие фестивали, там есть какая-то основа для развития кинематографии. Вот мои коллеги сделали 2 фестиваля «Край света», один в Калининграде, а второй в Южно-Сахалинске. И одна из особенностей их фестивалей в том, что они одновременно готовят кадры кинематографистов. Одновременно там же воспитывается молодое поколение. И первоначально, когда они туда приезжали с первыми фестивалями, там кино вообще никакого не было. Сейчас уже возникает такая кинематографическая школа. И я должен буду в будущем году поехать как раз в Южно-Сахалинск. Они меня приглашают как основатели этого фестиваля, потому что название «Край света» придумал я. И мне очень приятно, что там возникает своя кинематография. И, конечно, то, что появилась дешевая техника, которую можно использовать для создания и монтажа фильмов. Потому что в эпоху моей молодости это была очень громоздкая техника. Это были операторские большие комплексы, это была специальная проявка пленки, это было что-то, что могло существовать в любительских киностудиях, но что не могло существовать просто в частном порядке у себя дома или в гараже. Сейчас этой преграды нет. Сейчас кино становится повсеместным, и всюду можно делать фильмы, всюду можно пробовать их монтировать, выпускать их можно на YouTube, в интернете и так далее. И это, безусловно, расширит диапазон кинематографического творчества и восприятия и послужит развитию в том числе и якутского кино, которому я желаю очень больших успехов.
Поскольку я занимаюсь историей кино и современным фестивальным движением, я внимательно наблюдаю над теми процессами, которые ведут к формированию региональных школ на территории Российской Федерации, и, что очень важно, выходу этих фильмов на мировой и международный экран. Здесь возможностей очень много, но они далеко не все используются, в том числе и в силу нынешних сложностей международной обстановки, которые, я надеюсь, не будут длиться вечно, в конце концов начнут стимулировать творческое взаимодействие между различными культурами. Со своей стороны, как директор программы Московского международного кинофестиваля, могу заверить, что мы будем делать все возможное для того, чтобы региональные киношколы, региональные кинематографии были представлены в официальных программах фестиваля и способствовать экспорту этих картин нашим коллегам-фестивалям. Фестивалей сейчас в мире очень много, сотни и даже тысячи, среди них есть более крупные, менее крупные. Но фестивали – это один из тех путей, которые позволяют региональным кинематографиям стать известными в мире. Поэтому при условии нашей поддержки, при условии поддержки Федерального министерства культуры и местного руководства, можно продвигать фильмы из регионов России практически во все концы земного шара. Я член отборочной комиссии Азиатско-Тихоокеанского приза, смотрел порядка 200 фильмов последнего года, чтобы выяснить, какие картины заслуживают призов, и среди возможных призеров есть картины, сделанные на территории Российской Федерации и в регионах России. Так что успех не столь сложен и заоблачен, как это иногда кажется. Одна из проблем, которая в связи с этим возникает, что для распространения очень важно, чтобы фильмы были на национальных языках, чтобы не было русского закадрового текста и устного перевода. Это наталкивается на сложности, потому что очень часто массовая аудитория не любит читать субтитры. Но для того, чтобы картина вышла на мировой экран, нужно обязательно делать английские субтитры. Это стоит денег, и нужны специалисты, которые делают. И нужно отказываться от этого закадрового русского перевода. И нам очень часто приходится заставлять создателей фильма перемонтировать его без закадрового перевода, в том числе, когда закадровый перевод, в общем, хороший. Есть такая картина «Сестренка» Галибина, где картина идет, по-моему, на башкирском языке, а сам режиссер, он же актер, переводит на русский язык реплики и говорит, что это часть художественного решения. Но для того, чтобы показать эту картину на международном кинофестивале, нужно, чтобы там были русские субтитры и английские субтитры, и ни в коем случае никакого закадрового голоса. Это наталкивается на определенную традицию, с которой приходится бороться.